Каждый день в жару и холод Маржан Мухлоева выходит на свой участок, чтобы вовремя доставить людям пенсию, пособия, служебные письма, штрафы и многое другое. Любимой работе она посвятила целых 24 года. И ни один день не пожалела о выбранной профессии, признается Маржан. Всего приходится обслуживать 10 улиц. До обеда она разносит письма, а после обеда и порой до поздней ночи различные выплаты. Конечно же, это не легкий труд, но общение с людьми придает силы. قاعد شده از بخبه هنت حيال مقدات أخا مقداتر سينا خاص كشاد دو نكدا أوت يخ عالي على بخبه دق بيس خسخت سيبوه ليلش خسخت تغن إز قادس شيسات بسمة مادات أبيس مش دخل постоянно ليل يجيق. Несмотря на то, что мир все больше зависит от интернета, почтовые услуги по-прежнему актуальны и работы здесь не убывает. Например, в этом отделении почтовой связи в день обслуживаются до 50 человек. Необходимо отметить, что предоставляемых услуг практически во всех почтах около 250 видов. Лидия Мистоева вот уже 46 лет работает в почтовой сфере. Поменять профессию на другую никогда не думала. По ее словам, работа у нее более чем интересная, а общение с людьми доставляет особую радость. Работала и оператором, но в основном работаю начальником отделения связи. Мне очень нравится эта работа, я бы ее не поменяла на другую. Поэтому я держусь столько времени на этой работе, потому что общение с людьми меня это очень устраивает. У нас работа в основном заключается в приеме, выдаче почтовых отправлений, посылок, писем, бандероли. У нас очень много услуг по почтовой сфере, и каждый раз у нас расширяется эта услуга все больше и больше, что удовлетворяет наших клиентов. Быстрая доставка, быстрое отправление и быстрее получить то, что они отправили там на месте. История российской почты берет свое начало еще в IX веке, а первые почтовые марки и карточки появились в XIX веке. Полтора века назад профессия почтальона считалась престижной и хорошо оплачиваемой. По словам Яхиты Айгумовой, в их работе самое главное – это найти общий язык с клиентами, а порой сделать это ой как непросто. Она уже 48 лет трудится в почтовой связи. Я очень люблю работать с людьми, общаться с людьми. Люблю... Как сказать, всю свою работу люблю. Что бы тут ни делалось, все мое, я ее люблю. Я без этой работы не могу ни дня. Сложностей не бывает, конечно. Тяжело работать, конечно, с людьми. Надо же каждому угодить, каждого полоскать, чтобы не было жалоб. Каждому человеку надо найти подход. Сложности бывают, но без этого работы не бывает. Я очень довольна все равно, хоть тяжело, но довольна я. Сегодня для перевозки почты по стране используется свыше 450 почтовых вагонов, около 17 тысяч машин, более 360 авиарейсов. Более 3 миллиардов писем, посылок, счетов проходят каждый день через почтовые отделения страны. Ответственность, внимательность, терпение – именно этими качествами должен обладать каждый работник данного рода деятельности. Поэтому все делается для того, чтобы популяризировать и развивать почтовое обслуживание в мире, ведь почта по-прежнему соединяет людей. Светлана Томова, Ахмед Гарданов. Новости 24.